Добрый вечер. В студии Валет Генаев. Мы снова в эфире, а это значит, что в течение ближайшего часа вас, как и обычно, ожидает обзор наиболее ярких и значимых событий прошедшей недели. Обзор сетевых ресурсов о Чеченской Республике, обзор главной республиканской газеты и два небольших сюжета по следам минувших 7 дней. Напомню, Чечен-Инфо – это новый телепроект канала «Грозный». Мы выходим регулярно по субботам ровно в 22:00. А сегодня, как и обычно, в течение ближайшего часа мы попытаемся убедить вас всех в том, что новости – это все-таки интересно, если к ним подходить с интересом. Итак, приятного просмотра и в добрый путь. Сегодня в программе. Республика готовится отметить 58-ю годовщину со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. В Грозном открылся Исламский университет, парламент одобрил программу развития культуры республики. Это и многое другое в обзоре наиболее ярких событий прошедшей недели. Кого мы будем выбирать и как? Об этом и не только в еженедельной рубрике «Дайджест недели» размышляет Магомед Нухаев. В республике появился кинозал на колесах. Житель Жатойского района разоружился на 2 миллиона рублей. Ветеран боевых действий Чеченской Республики пытался прорваться в Кремль. Обо всем этом и не только в нашей постоянной рубрике «Ченет-Инфо». Сегодня прошел первый день благословенного месяца Рамадан. Тагир Салаханов о месяце усердия на пути Аллаха, месяце взаимопонимания, согласия и добрых дел. Рубрика «Вести Инфо». Краткий оперативный обзор главного поставщика печатной информации о республике, газете «Вести Чеченской Республики». При жизни он выделялся верностью религиозным и духовным ценностям. Как истинно верующий, он отдал жизнь, защищая интересы своего народа. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о первом президенте Чеченской Республики Ахмате Кадырове. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, 10 динамичных сюжетов, в которых представлена объективная и независимая картина событий прошедшей недели. Каждый из сюжетов – мини-репортаж на актуальную тему. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие минувшей недели. В качестве документальной базы этой рубрики используется оперативная съемка новостной редакции телекомпании «Грозный». Итак, Рустам Мугаев с обзором событий прошедших 7 дней. На неделе полпред президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов посетил с рабочим визитом город Грозный. В ходе поездки полпред встретился с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, с которым обсудил последние события в Республике Ингушетия. Глава республики выразил готовность оказания дальнейшей помощи в ликвидации последствий теракта в Республике Ингушетия, произошедшего 17 августа. Напомним, тогда террорист-смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину перед зданием Назрановского РОВД. Погибли и ранены десятки человек. Также стороны обговорили вопросы развития непосредственно Чеченской Республики. Устинов выразил удовлетворение сложившейся ситуацией в Чеченской Республике и отметил ряд позитивных моментов в ее развитии. Устинов подчеркнул заметные сдвиги в снижении показателей по сокращению задолженности по зарплате. По его словам, за последнее время она снизилась на 250 миллионов рублей. Принимаются, по его словам, и конкретные меры по полному искоренению этой проблемы. 20 августа в Грозном открылся первый в республике Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководство республики, а также религиозные и государственные деятели России и стран СНГ. В ходе церемонии открытия президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что открытие университета позволит многократно увеличить число богословов, способных нести людям слово истины и бороться с экстремизмом. Здесь же было показано специальное видеообращение премьер-министра России Владимира Путина. В университете будет вестись подготовка специалистов, обладающих высшими духовными и светскими знаниями на уровне университетского образования. Ожидается, что уже в этом году университет примет около 300 человек, в том числе и иногородних студентов. Преподавать им будут 60 специалистов, получивших религиозное образование в исламских вузах России, а также Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Малайзии. Глава администрации столицы Республики Муслим Хучиев стал первым зарегистрировавшимся в качестве кандидата на должность главы муниципального образования города Грозный. Удостоверение о регистрации кандидата за номером 1 градоначальнику вручил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Таким образом, Муслим Хучиев стал первым кандидатом, зарегистрированным на выборах главы муниципального образования.
Проведение в Чеченской Республике выборов в органы местного самоуправления намечено на 11 октября текущего года. По данным избирательной комиссии Чеченской Республики, свои кандидатуры уже выдвинули свыше 800 человек. В общей же сложности гражданам предстоит выбрать около 3000 должностных лиц в различные органы местного самоуправления. В текущем году Бюро Европейской комиссии по гуманитарной помощи почти в 2 раза сократило в Чеченской Республике финансирование гуманитарных программ. По словам представителей ЭКО, сокращение объемов финансирования гуманитарных программ связано с улучшением социально-экономической ситуации в республике. Так, в 1999 году объем финансирования составлял 41 миллион евро, в 2008 году 11,5 миллионов евро, а на 2009 год объем финансирования составил всего 6 миллионов евро. На сегодняшний день в регионе продолжают в основном действовать программы, направленные на трудоустройство нуждающихся граждан. Так, с 2008 года в республике были реализованы проекты «Кондитерский цех», пчеловодство, производство мяса и молока, швейный цех, позволившие улучшить социальные условия нуждающихся семей и создать дополнительные рабочие места. Специалисты из Кувейта намерены в ближайшее время начать в республике строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов и восстановление религиозных сооружений. С этой целью в рамках тесного сотрудничества на Медне Грозный посетила представительная делегация из Кувейта. В ходе визита делегация побывала на месте будущего строительства реабилитационного центра. По словам заместителя начальника отдела по внешним связям при Министерстве по делам религии и исламских вакуфов Кувейта Хамид Аль-Амара, кувейтская сторона также планирует принять участие в восстановлении и строительстве обветшалых мечетей, медресе и зияртов Чеченской Республики. В рамках визита специалисты представили на рассмотрение в Духовное управление мусульман Чеченской Республики ряд разработанных ими проектов для дальнейшей реализации. По итогам 7 месяцев 2009 года сумма взысканных штрафов за нарушения в сфере потребительского рынка и услуг в Чеченской Республике составила 1 миллион 257 тысяч рублей. Об этом на этой неделе сообщил Чеченский Роспотребнадзор. Теруправлением за текущий период было проведено обследование около 2000 объектов на территории республики. Из-за различного рода нарушений в сфере потребительских услуг наложено около 2000 штрафов. Дела около 700 налогоплательщиков были переданы к судебным взысканиям. Все поступившие жалобы были рассмотрены. Нарушителям прав потребителя приняты меры административного воздействия. Наложено 18 штрафов на общую сумму 26 400 рублей. Мировое соглашение заключено также по 12 обращениям граждан. Третий международный турнир по русскому бильярду, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, прошел на этой неделе в Грозном. Победителем турнира стал мастер спорта международного класса, обладатель Кубка Азии, бронзовый призер чемпионата мира 2005 года Евгений Курта из Республики Беларусь. Курта обыграл своего соперника из Киргизии Каныбека Сагынбаева. Награду победителю 450 тысяч рублей вручил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он поблагодарил спортсменов за яркую игру и пожелал им дальнейших успехов. Общий призовой фонд турнира составил около 2 миллионов рублей. В соревнованиях приняли участие 16 мастеров спорта международного класса, среди которых спортсмены из России, Украины, Киргизии, Грузии, Литвы, Армении. Все они являются чемпионами международных турниров мира и Европы. За поединками участников турнира наблюдали судьи международной категории Александр Землянухин и Виталий Тен. В Чеченской Республике объявлена операция «Должник», в рамках которой будут устанавливаться неплательщики транспортного налога, с которого задолженность будет взыскана даже в виде материальных ценностей. Об этом в четверг сообщил руководитель Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике Исмаил Вазарханов. По его словам, в случае выявления налоговой задолженности инспектор ГИБДД информирует об этом водителя и предлагает в течение ближайшего времени погасить задолженность и расплатиться с государством. В противном случае налог будет взиматься принудительно через суд. Злостным неплательщикам, в отношении которых налоговые приставы уже возбудили исполнительное производство, придется погашать долги прямо на месте, причем не обязательно деньгами. Например, водители и должники рискуют распрощаться с мобильными телефонами, автомагнитолами и даже машиной в зависимости от суммы налога. 23 августа в Чеченской Республике и в Москве пройдут масштабные мероприятия, посвященные 58-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Как сообщает пресс-служба президента и правительства Чеченской Республики, планируется, что в этот день в Москве состоится церемония возложения цветов к мемориальной доске Ахмата Кадырова, а в здании Совета Федерации пройдет религиозный обряд Мовлид. В самой же республике 23 августа пройдут круглые столы, собрания коллективов министерств и ведомств, спортивные соревнования, книжные выставки, вечера памяти, обряды жертвоприношения, благотворительные обеды.
Сообщается, что специально к этому дню приурочена сдача ряда новых объектов. Напомним, Ахмат Кадыров трагически погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо». Парламент Чеченской Республики одобрил республиканскую целевую программу «Культура Чеченской Республики». Данная программа была принята постановлением правительства Чеченской Республики 23 декабря 2008 года. По словам министра культуры Чеченской Республики Дикала Музыкаева, представленная программа рассчитана на 4 года, 2008-2011 годы. Он уточнил, что это первая целевая адресная программа, принимаемая на республиканском уровне в области культуры и направлена на дальнейшее развитие сферы культуры и искусства Чеченской Республики. Сообщается, что большое место в данной программе уделяется восстановлению и реставрации памятников истории и культуры чеченского народа, которые сильно пострадали в период боевых действий и продолжают разрушаться под воздействием природных условий. Селу Первомайское Веденского района Чеченской Республики возвращено его первоначальное название. Депутаты местного парламента приняли постановление о переименовании села Первомайское в село Хаджи-Юр. Об этом сообщает пресс-служба парламента Чеченской Республики. Именно так это село называлось до выселения в 1944 году чеченского народа в Казахстан и в Среднюю Азию. С инициативой вернуть селу первоначальное название выступили его жители во время схода граждан Гунинского муниципального образования. Известно, что на территории села находится много святых мест, связанных с историей жизни религиозного деятеля Кунта Хаджи Кишиева. Проведение в республике муниципальных выборов является очень важным политическим моментом в жизни Чеченской Республики. По сути, формированием органов местного самоуправления завершается достаточно сложный и напряженный процесс восстановления политической системы чеченского общества. Именно поэтому предстоящие выборы для всех нас имеют важное и особое значение. Кого и как мы будем выбирать? Об этом не только в еженедельной рубрике «Дайджест недели» размышляет Магомед Нухаев. Подготовка к предстоящим в Чеченской Республике муниципальным выборам в органы местного самоуправления идет к завершению. Зарегистрированные в Чеченской Республике региональные отделения политических партий тоже начали выдвигать своих кандидатов. На неделе главным событием Чеченской Республики стала регистрация первого кандидата на муниципальных выборах, проведение которых запланировано на 11 октября текущего года. Так, 14 августа президент Республики Рамзан Кадыров вручил мэру Грозного Муслиму Хочиеву удостоверение о регистрации кандидата за номером 1. Его кандидатура была накануне выдвинута на внеочередной партийной конференции «Единой России» членами партии. То, что представитель единороссов стал первым зарегистрированным кандидатом, не случайно. «Единая Россия» была первой политической партией, пришедшей в республику. Наверное, именно поэтому эта партия сегодня занимает лидирующую позицию в доверии среди населения. Вручая удостоверение кандидата, глава республики отметил, что именно такие люди, как Муслим Хочиев, должны занимать руководящие посты. Om där use мухордалачи безопасность в первую очередь 100% дохода, рабочие места, полностью обеспечение, бешен образование, спорт, туризм, культура, после того, что я развитие, да, там дохода. Еще религия ходон, деш хавошу дон, ранадон, духуешь дон, спортивный объект, что духудон. Образовательный дом, учреждение, что дом, данный дом, высшее образовательную школу, что ешь, не ешь, буду ешь, я религия дом, и дальше дом, мечтать да хурдочки, пардон, орсан дом, лет это хватит дом, худ я хурдочки, пардон, и хит микюр, и дом, усток дом, لا تحط اللو ده حالنا تندل هذيك أنت سهلت دون شو دون صوّرت كنا بيجي وقت العالم وقت دون إذا أسمع ديك دوش إذا زر دوش أنا هو دوش دو ديك شن ديك دوش أردو ما أصلا شن كواد بقى يشوف دو يا أخي ده لا تبغى لا تعمل. Данные муниципальные выборы станут первыми в истории Чеченской Республики, а потому к ним проявлен повышенный интерес со стороны республиканских властей и особое внимание чеченского народа. По сведениям избирательной комиссии Чеченской Республики, к настоящему моменту свои кандидатуры на муниципальные выборы выдвинули почти 900 человек. При этом из них около 50% это молодые люди в возрасте до 30 лет. Муниципальные власти выбираются на 4 года. В общей сложности 11 октября жителям республики предстоит выбрать около 3000 должностных лиц в различные органы местного самоуправления. По словам председателя избирательной комиссии Чеченской Республики Исмаила Байханова, на предстоящих муниципальных выборах необходимо избрать 89 депутатов городских советов, свыше 2200 депутатов советов сельских поселений, около 300 депутатов советов муниципальных районов.
Также в этот день будут выбраны 15 глав муниципальных районов, 4 главы городских советов и 217 глав сельских поселений. К предстоящим выборам в нашей республике уже образовано 78 округов по выборам депутатов Советов муниципальных районов и 216 округов по выборам депутатов Советов сельских и городских поселений. Благо, опыт у республики проведения выборов имеется достаточный. В поствоенном регионе уже успешно проводились выборы президента России и Чеченской республики, всенародный референдум и выборы в местный парламент второго созыва. Всего в республике прошло 12 выборных кампаний федерального и регионального уровня. Мы знаем, что первые выборы органов местного самоуправления Российской Федерации были проведены в 1995 году, а вот в Чеченской Республике эти условия сегодня уже созданы. Практически у нас нет ни одного вопроса, который нам мешал для проведения выборов органов местного самоуправления. Это что даст целому народу, именно это, я бы сказал, та часть руководителей, которые будут ежедневно именно работать с населением в городах, в селах, решать их повседневные вопросы. Сказать, что эти выборы проходили успешно, значит ничего не сказать. Проведение выборов у нас давно превратилось в негласный национальный праздник. Несмотря на то, что до проведения выборов в органы местного самоуправления осталось почти 2 месяца, никто не сомневается, что они пройдут на все том же высоком уровне и в них примет участие максимальное количество электората. А это свыше 570 тысяч чеченских избирателей, зарегистрированных на 1 июля 2009 года на территории республики. Именно он حكمان دوال عمد عش كمان دوال سرت دخمش أو تجهيز عند الدوش مش دخمش شخ دوش ليوش دوتوا إيه دار مقلع تخي ديش وسميل دو هو عمد عش نير ده أو خلقا فيدا هو غال تويرس حون تيش بينا وسخلص دار مقلع ستصقودش بس دينا بوسا بالبا دوش دو دار مقلع سودا شخدول أوسر دو. Так в чем же преимущество местного самоуправления? Ответ на этот вопрос очень прост. Местное самоуправление – это признаваемый и гарантируемый Конституцией Российской Федерации орган по решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций. В круг вопросов местного значения входят те, что затрагивают проблемы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. Иными словами, на уровне местного самоуправления занимаются решением проблем, с которым мы сталкиваемся каждый день. Незапланированное отключение горячей и холодной воды, незакрытый люк перед подъездом дома, отсутствие детской площадки, трещина в стене дома, горы мусора на улице и так далее. По предметам своего ведения органы местного самоуправления уполномочены принимать решения самостоятельно без оглядки на главу субъекта. Dat het gaat een dosis, dat ze nog hoger doen, minder doen borst, dan ze nog dat oude dosis is het niet ja, beetje zo borst dan, maar ik heb wel chance dan moest je het ja, dus het hier een beetje naar ja, je maakt een horen naar resultaten dan is schon heel bijzonder persoonlijk webers. Dat ze hoger gedoet, ze hoger doet, ze hoger doet, ze blijft erop doen, dat is het. Sport ik dus in de raad dan, als maar ze catchen ze wel, dat toch naar je dan, zo graag. Mooi daar staan, ja, bij goed sport определенные контингент нормально, что он это лишь стал, их нам еще стал это царя, царя да больше шелчидон, царь дюч шелчидон, дихерду, да 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 достойно да, кандидат ще буде достойно, что человек будет да на выбор фиру, да и мавен новые это новые уже практика и да теория класса что цендера да да обед говорит. Выборы в органы местного самоуправления Чеченской Республики проводятся на основе Конституции Российской Федерации, федеральных и республиканских законов. В Чеченской Республике данные выборы пройдут по мажоритарной избирательной системе, при которой избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату. При этом мажоритарная система не будет препятствовать участию политических партий в муниципальных выборах. Как отмечают в избиркоме республики, региональные отделения политических партий могут участвовать в выборах в органы местного самоуправления, но выдвижение и голосование будет проходить не по партийным спискам, а за каждого кандидата в отдельности. Это уравняет шансы независимых кандидатов, ограничивая тем самым партийное доминирование в органах местного самоуправления. В Чеченской Республике
с формированием органов местного самоуправления завершается формирование института власти. Что для республики и для чеченского народа органы местного самоуправления? Органы местного самоуправления имеют глубокую и древнюю историческую вообще в целом мире, и в том числе у чеченского народа. У нашего народа существовали такие институты, как Мехкакел, Юртада, эти институты, которые решали вопросы межнациональные, вопросы земли, вопросы войны и мира. А сегодня проведение выборов органов местного самоуправления, это, во-первых, имеет очень большое политическое значение. То есть в связи с окончанием формирования именно этого института власти, я бы сказал, что это именно та власть, которая ближе к народу. Как говорил президент Чеченской Республики недавно выступая на совещании, что именно с формированием органов местного самоуправления, с формированием последнего института власти, как раз мы завершаем полностью восстановление политической жизни страны и заканчиваем тот этап, который начался у нас в 1991 году. 12 ноября 2008 года Совет Федерации одобрил закон об общих принципах организации местного самоуправления в Чеченской Республике и Республике Ингушетия. Закон о мерах по организации местного самоуправления в обеих республиках представляет возможность избирать представительные и исполнительные органы власти населенных пунктов, которые будут самостоятельно и ответственно решать насущие вопросы и проблемы местных жителей, позволит распоряжаться муниципальной собственностью, создавать налоговую базу для формирования бюджетов местного самоуправления. Предполагается, что до 1 января 2010 года в двух соседних республиках устанавливается переходный период для завершения формирования органов местного самоуправления. Во всей стране этот процесс завершен в начале нынешнего года. До сих пор только на территории Чечни и Ингушетии граждане не могут реализовать конституционное право на местное самоуправление. Как было сказано выше, процесс выдвижения кандидатур на предстоящие в Чеченской Республике выборы муниципальных органов власти, который завершится уже через несколько дней, в настоящее время идет активными темпами. После 26 августа в течение 10 дней избирательная комиссия будет вести регистрацию кандидатов. Право стать кандидатами в органы местного самоуправления имеют как представители политических партий, так и самовыдвиженцы, достигшие 21 года. В каждом районе республики существуют специально созданные комиссии, которые проводят разъяснительную работу с населением и с кандидатами в органы местного самоуправления. Это только начало нашей работы. У нас очень активно действует сайт избирательной комиссии Чеченской Республики, где практически размещена вся информация по выборам органов местного самоуправления. На этом же сайте любой наш номер дома и поиск. Вот в интернете он может найти номер своего избирательного участка. Поэтому мы знаем, что сегодня у нас особенно молодежь активно работает, интересуется интернетом. И у нас сейчас идет такой процесс миграции, когда люди возвращаются. То есть это практически, значит, любой человек через интернет может найти, где расположение избирательного участка. Кроме того, там же будет информация по округам и какие кандидаты выдвигаются именно в их округ. Проведение в республике муниципальных выборов в органы местного самоуправления является очень важным политическим моментом для населения республики, для ее устойчивого развития и урегулирования возможных бытовых вопросов на местах. По сути же, формированием органов местного самоуправления в Чеченской Республике завершается достаточно сложный и напряженный процесс восстановления политической системы чеченского общества. Поэтому предстоящие выборы имеют особое значение для всех нас. Выбор должен делать каждый за себя, и чтобы другой за него не проголосовал. И я думаю, что они все придут на выборы и проголосуют. Ну а теперь по традиции пришло самое время узнать, что говорят о нас во всемирной паутине. Есть в этой паутине наш сегмент. Это то, что чеченские пользователи сети гордо именуют Ченетом. Что говорит о нас сеть и о чем в ней говорим мы? На минувшей неделе сеть говорила о том, что с недавних пор в республике появился кинозал на колесах, что житель Шатуйского района разоружился аж на 2 миллиона рублей, что ветеран боевых действий Чеченской Республики пытался прорваться в Кремль. Обо всем об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Ченет Инфо».
Активизация в последнее время на Северном Кавказе членов НОФ напрямую связана с их целенаправленным уничтожением. Об этом в ходе интервью азербайджанскому телевидению в четверг заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом в обзорах уходящей недели заявили ряд сетевых изданий. По словам главы Чеченской Республики, который приводит сетевики, до начала операции прошел кропотливый сбор информации о численности, местах дислокации боевиков и их пособников. При этом глава региона отметил, что все их попытки останутся тщетными и боевики никогда не достигнут своей цели. Несмотря на попытки наших врагов запугать людей чудовищными терактами против мирного населения, это не влияет на общую политическую ситуацию. Если зарубежные спонсоры рассчитывают таким образом расшатать устои российского государства через Кавказ, то они глубоко заблуждаются. Мы не позволим разрушить Россию, подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе телеинтервью. С недавних пор в республике появился необычный автомобиль, который используется не только как средство передвижения, но и как кинозал на колесах, который дает возможность демонстрации фильмов прямо под открытым небом. Автор новшества – житель Грозного Юсуп Чуликов. Технология автокино очень проста. Изображение проектора выводится на большой экран во дворе кинотеатра под открытым небом. Звук отдельно поступает на радиотранслятор, откуда и передается в эфир в радиусе 100 метров на определенной частоте FM-волны. Такой подход к подаче аудиосигнала позволяет не создавать для жителей окрестностных многоэтажек лишние неудобства. Владелец автотранспорта в салоне может настроить свой радиоприемник и получить качественный стереозвук. В итоге, не выходя из машины, зритель может увидеть качественное и добротное видео. Учел владелец необычного кинотеатра и национальный менталитет. Так, основной репертуар кинолент фильмы, которые не противоречат морально-нравственным критериям чеченского общества, и можно смотреть в кругу семьи. По сообщениям ряда сетевых ресурсов, около 90 мин и снарядов, а также 80 килограммов тротила сдал в Милюте на прошедшей неделе житель Чатойского района Чечни. 41-летний житель селения Вашиндарой сообщил милиционерам, что нашел боеприпасы на окраине села. Мужчина написал заявление в милицию о добровольной сдаче взрывчатки за денежное вознаграждение. По предварительным подсчетам, он должен получить более 2 миллионов рублей. Интересно, что для Чеченской Республики этот случай не является рекордным. В 2007 году житель Гродненского района республики сдал в милицию 200 килограммов тротила. Мужчина сообщил, что обнаружил взрывчатку, гуляя по лесу. Взрывоопасная находка принесла чеченцу около 160 тысяч долларов. По данным сетевиков, он сдал взрывчатку по тарифу 20 рублей за грамм. Сообщается, что взрывчатка в виде отдельных фрагментов цилиндрической формы была расфасована по 6 полиэтиленовым мешкам. Размер каждого такого куска составлял от 60 сантиметров до метра с небольшим. Практически всю неделю в материалах о Чеченской Республике и ряда интернет-прессы сообщала о том, что согласно распоряжению правительства Чеченской Республики, проспект Революции в городе Грозном в ближайшее время будет переименован в проспект имени Махмуда Эсамбаева. Судя по сообщениям, решение принято в связи с 85-летием со дня рождения прославленного танцовщика и видного деятеля культуры Чеченской Республики с учетом ходатайства главы администрации города Грозного. Переименование произойдет в целях увековечия памяти видного деятеля культуры, народного артиста СССР и героя социалистического труда, внесшего огромный вклад в развитие мировой хореографической культуры, популяризацию чеченской культуры, искусства, традиций и обычаев. Сообщается, что согласно распоряжению администрации Грозного предстоит за счет средств бюджета осуществить необходимые организационные мероприятия и юридические действия, связанные с переименованием проспекта. Целую волну публикаций в сети интернет вызвало открытие в Грозном Российского исламского университета. Примечательно, что шквал публикаций не ограничивается лишь констатацией факта, а делает довольно глубокомысленный и серьезный анализ. К примеру, информационное агентство «Росбалт» отмечает, что отныне, судя по размаху и грандиозности, с которым открывается Грозненский вуз, это будет центр исламского образования и духовной жизни, сопоставимый по значимости лишь с Казанским и Московским. При этом Грозным может стать главным мусульманским центром Северного Кавказа, в целом усилить влияние в исламском мире России и играть связующую роль между Россией и зарубежным исламом. Позиции чеченского руководства успешно реализуются. Республика повышает свой авторитет. Москва будет больше зависеть от Грозного, но уже не из-за неприятностей, а из-за пользы, которую может принести республика, отмечает издание. В четверг сетевики сообщили о том, что реформа рынка электроэнергетики на Северном Кавказе может быть приостановлена. Так, судя по сообщениям, в целях решения проблемы неплатежей уже предложено разрешить гарантирующим поставщикам покупать 100% электроэнергии по регулируемым тарифам. Сообщается, что на данный момент в отдельных регионах Северного Кавказа потери в сетях превышают 30%. Например, в 2008 году в Дагестане, в Ингушетии и в Чеченской Республике эта цифра составила более 30%. Прямые госсубсидии в размере 5 миллиардов рублей могли бы решить эту проблему, утверждается в презентации межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа. При этом большая часть
Часть этих средств, а это 4,5 миллиарда рублей, должна быть потрачена именно на эти республики. Ожидается, что правительству будет предложено выделить 1,2 миллиарда рублей на восстановление энергетики Чеченской Республики и увеличить в 2010 году госфинансирование межтерриториального перекрестного субсидирования на 2 миллиарда рублей. Сайт русской службы BBC и интернет-СМИ «Кавказский узел» приступили к совместному проекту «Северный Кавказ глазами блогеров», цель которого вовлечь интернет-аудиторию в дискуссию об основных проблемах Северного Кавказа. Об этом на прошедшей неделе заявили ряд сетевых изданий. По словам сетевиков, северокавказским блогерам, в том числе и из Чеченской Республики, предлагается обмениваться мнениями о том, какой они видят повседневную жизнь вокруг себя. Ожидается, что блогеры поделятся своими взглядами на политику, религию, образование и безопасность, расскажут о том, как жители их республик проводят отпуск и о многом другом. Как заявляют сами организаторы проекта, идея придаст человеческое измерение событиям, которые в силу своей полувоенной конъюнктуры ускользают от внимания традиционных агентств и СМИ, а также даст аудитории этих изданий уникальную возможность получить информацию напрямую из региона из первых рук. Неожиданный посетитель пытался ранним утром прорваться в Кремль. Об этом заявили в среду сразу несколько сетевых ресурсов. Странный посетитель появился в 5:30 утра. На автомобиле марки «Жигули» он свернул к Боровицким воротам, припарковался и пешком направился в Кремль. Когда его остановили сотрудники ФСО, он заявил, что является полковником спецподразделения «Альфа» и что его ждет президент Путин. Охранники резонно заметили, что Владимир Путин уже не президент и в Кремле бывает не так часто, как раньше. Полковник растерялся, но решил, что его попытаются ввести в заблуждение. Буйным полковником оказался некий Виктор Власов, 31 года от роду. При нем нашли удостоверение ветерана боевых действий в Чечне, водительские права и социальную карту москвича. Как отмечают издания, что именно подвигло Власова отправиться на встречу с Путиным, неизвестно. Известно лишь, что его обследовал врач-психиатр, который решил вопрос о госпитализации. Главная грузинская мечеть сердца Чечни изображена на почтовой марке, которая недавно поступила в почтовую сеть Российской Федерации. Об этом сообщает интернет-издание islam.ru. По словам издания, марка с изображением сердца Чечни вышла в серии «Россия. Регионы», посвященной достопримечательностям краев и республик страны. На марке Чеченская Республика также представлены два других символа республики – это озеро Казино-Ам и нефтяная качалка. Как сообщает издание, помимо Чеченской Республики в серии «Россия. Регионы» вышли также марки Томская область и Республика Ингушетия. Тираж каждой марки номиналом по 9 рублей составил 230 тысяч экземпляров. Напомним, сердце Чечни – самая крупная мечеть в Европе, открыта 17 октября 2008 года и вмещает в себя 10 тысяч человек, высота ее минаретов 62 метра. Наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшим мрамором травертином, а интерьер храма обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море. Сегодня прошел первый день благословенного месяца Рамадан. В Чеченской Республике этот месяц всегда был в ранге национального праздника. Люди всегда были подчеркнуто вежливы. На улице невозможно было увидеть праздно шатающихся людей. В этот месяц прощали долги и старые обиды, примирялись кровники. Люди проявляли заботу и внимание к малоимущим и нуждающимся. К чести чеченцев все вышесказанное отмечается и поныне. Тагир Салаханов о месяце усердия на пути Аллаха, месяце взаимопонимания, согласия и добрых дел. Сегодня наступил благословенный месяц Рамадан, ниспосланный Аллахом правоверным как высшее благо мирской жизни. Месяц усердия на пути Аллаха, взаимопонимания, согласия и добрых дел. Этот месяц значим для миллионов последователей ислама. Этот месяц – высокие нравственные ценности, которых придерживаются верующие, такие как веротерпимость, миролюбие, забота о ближнем, благодушие и воздержанность, во много крат ценнее, чем во все остальные дни. Именно в месяц Рамадан началось ниспослание священного Корана пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Отмечая святость и благословенность месяца Рамадан, Аллах в Коране говорит: «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам». Сура Бакара, аят 183. Месяц Рамадан правоверным предписано соблюдать пост, обращаться к Аллаху и быть сдержанными во всем.
Воздаяние за благие дела, совершенные в этот благословенный месяц, будет во много крат выше, говорит Всевышний. Месяц Рамадан – это время нравственного обновления, осмысления прожитого и строительства планов на будущее. В Чеченской Республике месяц Рамадан всегда был в ранге национального праздника. Люди были подчеркнуто вежливы, на улице невозможно было увидеть пьяного или курящего человека. В этот месяц прощали долги и старые обиды, примирялись кровники, проявляли заботу и внимание к малоимущим и нуждающимся. К чести чеченцев все вышесказанное отмечается и поныне. Чеченское общество не растеряло свои лучшие качества в годы лихолетия, что делает им честь и как народу, и как правоверным мусульманам. Сегодня, в дни, когда все мусульмане, вся умма ждут приближения священного месяца Рамадан, хочу пожелать, пусть он станет временем мира, пусть будет наполнен делами благочестия, заботой о ближних и состраданием к нуждающимся. В исламских странах к началу месяца Рамадан бывает приурочено открытие новых заведений, народные празднества и другие общественно полезные дела. Отрадно, что такой опыт практикуют и в нашей республике. 20 августа состоялось открытие Исламского университета имени Кунта Хаджи, крупнейшего на Северном Кавказе. Уважаемые друзья, я искренне рад приветствовать вас и поздравить с открытием в столице Чечни Российского Исламского университета имени Кунта Хаджи. Уже через несколько дней, 1 сентября 2009 года, он распахнет двери для своих слушателей. Университет призван стать уникальным научным и гуманитарным центром, в котором сочетаются богатейшие традиции исламского просвещения и самые современные обучающие технологии. Символично, что университет носит имя Кунта Хаджи, религиозного мыслителя, пользующегося огромным авторитетом в чеченском обществе. В середине XIX века, в драматическое и тяжелое для чеченцев время, он звал к миру и осуждал войну. Проповедовал любовь к ближнему, скромность и добродетельность, то есть те неприходящие ценности, которые испокон веку присущи исламу. Желаю больших успехов первым слушателям Российского Исламского университета. Чеченский народ является частью мировой исламской уммы. В России проживают десятки миллионов мусульман, представляющих десятки народов. И тот факт, что именно к чеченцам накануне Рамадана обращается председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, говорит о роли нашего народа в современной России и среди последователей ислама в этой великой стране. Сам народ Чечни сделал выбор в пользу нормальной человеческой жизни. Огромную роль в возрождении республики, консолидации общества сыграло мусульманское духовенство, его веское слово и миротворческие усилия. И сегодня я не могу не вспомнить о муфтии и первом президенте Чечни Ахмате Хаджи Кадырове, о том, с каким мужеством он вел последовательную борьбу против религиозного экстремизма, чуждого традиционному исламу. Благодаря его стараниям, которые сегодня продолжают представители власти и духовенства, в жизни мусульман Чечни произошли огромные перемены. Начиная с 2000 года было открыто более 140 новых мечетей. Практически столько же, сколько существовало ранее. Мы все мусульмане, которые сейчас стоим на этом месте и слушали выступление национального лидера, и с каким призывом, с каким поздравительным адресом он выступил, адрес всех мусульман России. И мы должны понять это, мы должны сами очистить наши ряды. Без сомнения, все надежды и чаяния мусульман в месяц Рамадан исполняются. Так попросим же Аллаха, чтобы Он благословил все благие устремления мусульман мира. В нашей стране исторически проживают миллионы мусульман, и они по праву считают Россию своей родиной, своим отечеством.
И мы приветствуем возрождение исламских традиций. Не раз говорил, вижу в межрелигиозной гармонии и межнациональном согласии силу нашей страны, всего российского общества. Вижу наше общее достояние, богатство и преимущество. Хоми бусал бижери, вежери, дай наной, тоз дюхарлер марх дестовой. Дел сила бинч рамзан бет. Дел беркати бойл война масу бусал бнехан харбут. Иманя, исламя, ихсаня, саудоги вадал. Аллаху акбар. События и факты жизни Чеченской Республики. Общественно-политическая, социально-экономическая, культурно-просветительская и иная информация. Оперативные новости и аналитика. Да-да, вы правы. По всем признакам это медиапроект «Чечен-Инфо». Однако в следующей рубрике речь пойдет не о нас, а о главном поставщике печатной информации о происходящих в республике событиях – газете «Вести Чеченской Республики». Рубрика «Вести-Инфо» с кратким обзором главного печатного органа нашего региона. Он сделал то, что не удавалось никому. Так озаглавил свою публикацию о первом президенте Чеченской Республики, герое России Ахмат Хаджи Кадырове, студент второго курса Чеченского государственного университета Адлан Селим Султанов. Старожилы из Центроя и всей восточной зоны Чеченской Республики свидетельствуют о том, что и далекие предки Кадыровых были праведными, порядочными, высоконравственными и благородными представителями чеченского народа. И неудивительно поэтому, что Ахмат Хаджи смог отстоять свой народ перед запущенной на всю мощь военной машиной, что он стал защитником обездоленных людей, уделял постоянное внимание сиротам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда, пишет автор публикации. Автор утверждает, что Ахмат Хаджи отлично понимал, что дух сильнее любой материальной жизни. А это и есть характерный признак великих людей, посвящающих свои способности общему благу. Далее автор публикации подчеркивает, что подавляющее большинство жителей республики свои надежды и чаяния возлагали именно на Ахмат Хаджи Кадырова, потому что по своим качествам он как человек и как руководитель пользовался доверием людей, был дальновиден, сострадателен, мужествен, скромен и безмерно щедр. Сегодня нет с нами Ахмат Хаджи Кадырова, но он живет в наших сердцах, и мы видим результаты его деятельности. Сегодня живет то, что он оставил после себя. Он хотел только счастья своей родине, чтобы каждый мог вздохнуть капельку свободы и чтобы матери могли прожить спокойно, зная, что их дети могут быть счастливыми. Чеченский народ благодарен Ахмат Хаджи Кадырову не только за то, что сберег его в труднейший и трагический период новейшей истории, но и за воспитание сына Рамзана Кадырова, достойного продолжателя дела отца, заключает автор публикации. Абдулла Хамидов назвал свой материал «В Грозном будут готовить исламских ученых» и рассказывает в нем. Он о Российском исламском университете, открытие которого стало самым ярким событием уходящей недели. Здесь, на его месте, рассказывает автор публикации, чуть ниже трамвайного моста, 80 лет назад находилось мрачное здание КГБ, в подвалах которого пытали, издевались, а затем убивали чеченских богословов. По свидетельству немногих, кому посчастливилось вырваться из этого ада, здесь круглосуточно работали железные жернова, превращающие трупы убитых в костную муку, чтобы скрыть следы преступлений. Старожилы рассказывают, что место это славилось отменной рыбой. Горожане любили ловить здесь рыбу, не подозревая о том, что кормят ее останками убитых людей. Никому бы не пришло в голову в ту мрачную пору подумать, что придут новые времена, и на другом берегу, на обломках коммунистической цитадели, обкома партии, замнется к солнцу красавица мечеть, сравнить которую в Европе будет
помогут ни с чем. Если строительство пирамид в Египте было замешано не столько на известковом растворе, сколько на слезах и крови, то стены нашей мечети окроплены слезами радости. Множество объектов расположено здесь на территории 12 гектаров. Несомненно, среди них одним из самых значимых является Российский исламский университет имени Кунта Хаджи. По мнению и глубокому убеждению автора публикации, речь в данном случае идет не столько об архитектурной ценности здания университета, сколько о той святой роли, которую призван сыграть университет в истории развития ислама на всем Северном Кавказе. Открытие университета означает, что все последователи ислама накшбандийского и кадирийского толка будут иметь возможность изучать исламские науки, вносить свой вклад в дело развития и расцвета ислама именно на чеченской земле. Этот университет объединит всех мусульман Северного Кавказа, поможет еще глубже познать ислам и вооружить нас знаниями в борьбе с попытками исказить сущность этой религии, отмечает Хамидов. «Мы едины», так обозначил свое письмо обращение Юсуп Далгатов, выходец из Батлихского района Республики Дагестан, опубликованное в одном из номеров газеты «Вести Республики». «Испокон веков народы Дагестана и Чеченской Республики жили в дружбе и во взаимопонимании», пишет автор письма, и далее отмечает, эту дружбу они перенесли даже через самые сложные переломные моменты истории. Скажу больше, братские отношения укреплялись брачными союзами. Помню, как через Чеченскую Республику добирались мы на равнину. Именно из Чеченской Республики доставляли нам уголь, лесоматериалы, фрукты, а мы снабжали Чеченскую Республику мясом, возили крупнорогатый скот, овец. Аксакалы рассказывали, как выселяли чеченцев в 1944 году, и в то же время в их опустевшие дома насильно заселяли представители народностей Дагестана, переименовывали населенные пункты. Автор письма отмечает, что трагедию чеченского народа андийцы воспринимали как свою и не старались искажать историю. В наших душах до сих пор живет память о боли и страдании целого народа. Не могу забыть, как однажды после военных событий в Чеченской Республике мой друг и товарищ из Белготоя приехал проведать нас и официально пригласил меня в гости к себе. До сих пор осталось в памяти кошмарным сном увиденное по дороге до Белготоя. Невозможно передать чувство сострадания по пути следования. Вот уж и вправду чужого горя не бывает, пишет Далгатов. Мне уже 60 лет. С позволения старших, разделив пережитое горе и беду родственного народом, с уважением обращаясь к войнахскому народу, с призывом во имя почтенных предков сохранить и сберечь лучшие традиции прошлого, находить в себе мудрость, прощать друг другу обиды. Часто вспоминают с благодарностью мои пожилые земляки, как по возвращению из ссылки чеченские переселенцы просили оставаться вместе с ними, что многие и приняли их предложение и стали жить там единой семьей. Аллах одарил вас, чеченцы, прекрасной природой, красивые горы, богатые, щедрые леса, чистые реки, целебные источники и главное богатство – нефть. Говорю неустанно, давайте вместе радоваться вашим успехам и достижениям, которые совершаются благодаря умению и энергии президента республики Рамзана Кадырова, который видит свое счастье в верном служении народу. И самое главное, что нас объединяет, это то, что и мы являемся сподвижниками и продолжателями тариката святого шейха Кунта Хаджи Кишиева, заключает автор публикации. «Цена выживания» – так называется материал Луизы Атаевой, который рассказывает о проблеме охраны окружающей среды и о санитарном состоянии наших улиц и площадей. Приблизительно за 500 лет до нашей эры в Афинах был издан первый известный эдикт, запрещающий выбрасывать мусор на улице, предусматривающий организацию специальных свалок и предписывающий мусорщикам сбрасывать отходы не ближе, чем за милю от города. Однако жители продолжали выбрасывать мусор в окно вплоть до XIV века. Несколькими веками позже, когда тысячи людей стали переселяться в промышленные города с тем, чтобы получить работу, они с собой принесли и мусорный кризис. В результате роста городов свободной площади в их окрестностях уменьшились, а неприятные запахи и возросшее количество крыс, вызванные свалками, стали невыносимыми, отмечает автор публикации. По ее словам, в первую очередь от деятельности человека на Земле страдает природа, и первое, что приходит на ум, когда мы говорим о загрязнении окружающей среды, это мусор. Каким образом можно повлиять на данную ситуацию? Вопрошает автор материала. И далее отвечает: очень важно охранять окружающую среду прежде всего ради своих детей, близких и родных. Мы не должны забывать, какой трагедией наши необдуманные действия могут обернуться для следующих поколений. Все взаимосвязано со всем, гласит первый экологический закон. Значит, нельзя и шага ступить, не задев, а порой и не нарушив чего-либо из окружающей среды. Оглянитесь вокруг. Если бы каждый из нас поднял хотя бы одну бумажку, то стало бы чище. Творить добро никто не сможет заставить, хотя бы не творите зло, призывает Луиза Атаева. Автор подчеркивает, что если человечество будет продолжать идти по нынешнему пути развития, гибель его, как считают ведущие экологи, через 2-3 поколения неизбежна. Земля подобна библиотеке. Она должна оставаться в том же состоянии после того, как мы напитали свой разум, прочитав все ее книги и обогатились идеями новых авторов.
Жизнь – самая ценная книга, и мы должны относиться к ней с любовью, стараться не вырывать из нее ни одной страницы, чтобы передать ее с новыми замечаниями в руки тех, кто сумеет расшифровать язык праотцев, надеясь оказать честь тому миру, который они оставят своим сыновьям и дочерям, отмечает автор публикации. Он исполнил клятву Гиппократа сполна, утверждает автор одноименной статьи Ваха Эдигов. В своем материале он рассказывает о самой большой медицинской династии в мире семье Дудаевых, и яркой замечательной жизни становится династией Магомеда Дудаева. Родился Магомед Дудаев в 1917 году в семье народных лекарей в третьем поколении, рассказывает автор публикации. Его отцу Джабраилу посчастливилось окончить медицинскую академию, после которой он служил в Кавказской конной дивизии в качестве начальника врачебно-санитарной службы. Погиб он накануне рождения Магомеда. Сам Магомед в возрасте 20 лет окончил медицинские курсы, поступил на работу в госпиталь Владикавказа. Некоторое время спустя он с отличием закончил специальную школу и стал известным зубным техником. У него в свое время лечились Умар Димаев, Увайс Ахтаев, Махмуд Эсамбаев и даже сам Леонид Ильич Брежнев, когда он являлся первым секретарем ЦК Казахстана. Стал Дудаев со временем и отцом большой семьи, 19 детей, 7 девочек и 12 мальчиков. Всем им он дал высшее образование. Проработал он в Алматинской областной больнице 34 года. Богатств не нажил, потому что бесплатно лечил всех, кто нуждался в его помощи. Магомед был талантливым стоматологом, отличным семьянином и исключительно порядочным человеком, утверждает автор публикации. По его словам, в Алма-Ате в Государственном музее ему и его удивительной семье посвящена специальная экспозиция как самой большой медицинской династии в мире. Дудаевых сейчас в Алма-Ате работает 18 человек, и все они являются стоматологами широкого профиля. Его сын Саид Магомед возглавляет династию, основанную некогда Магомедом, и является президентом Ассоциации врачей-стоматологов Казахстана. Эта семья внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая медицинская династия в мире, и ее заслуги отмечены президентом Республики Казахстана Назарбаевым, заключает автор публикации. Завтра республика отметит очередную годовщину со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. По мусульманским традициям в эти дни малоимущим были розданы жертвенное мясо и продукты питания. Во всех районах прошли обряды жертвоприношения. Ахмат Кадыров был истинным мусульманином. При жизни он выделялся верностью религиозным и духовным ценностям. Как истинно верующий, он отдал жизнь, защищая интересы своего народа. Рубрика «Жизнь замечательных людей» сегодня пройдет в эфире в необычной форме, без слов и комментариев. Они, впрочем, и не нужны. Его яркая и короткая жизнь не требует комментариев. Давайте просто молча посидим и еще раз перелистаем некоторые страницы его жизни и вспомним этот чистый и светлый образ. Далде Алвелу Ахмат Хадж. Закет аквапьях, гаранты возгивали, Аллах Акбар Алили, Ялсан Никого насильно никто не предложил. Я сегодня даже сказал, если сейчас кто-то сомневается,
пусть свой автомат берет и идет обратно. Своей дорогой, да. А кто пришел, я чеченец, я мусульманин, я верующий человек. Я знаю, что это нет той войны, которую преподносят те эмиры, у которых семьи давно за рубежом. Я как верующий человек, я все свои действия сравниваю с законом шариата. А там все написано. Мои намерения чисты, и помощь от Аллаха мне приходит. Этот день отмечается сегодня во всем мире, потому что это победа над злом. Война убивает. Сегодня Чеченская Республика тоже не один день, не один месяц, не один год терпит то же самое. И я призываю вас относиться добросовестно и честно к своему дому. Я пожелаю всем нам мира, не только в Чеченской Республике, не только в Южно-Федеральном округе, но и во всей России, во всем мире. Президент, варьере квартилош, ночи куем болуш, Bismillahirrahmanirrahim, العدولوش لون قميلة حل إزدولوش، سها قل يعور قوات، إتسات حقيل مواتر إشتك. Это, конечно, был уникальный человек, абсолютно целостный, порядочный и в высшей степени мужественный. Никогда для себя ничего не выговаривал. Всегда, когда бы мы с ним не встречались и о чем бы ни говорили, все сводилось к интересам чеченского народа. И, конечно, не может не вызывать уважения народ, у которого есть такие сыновья. Да, да, очень отношения, да, как творятся. خوشي جحرة فخل زعمل غيما أنا وصلي بوش كل جنيس نجينا تو أس دلع وش عرفته وجنا وصلي بس نعمل روتياج روتياج هذا أخير له شا زيو ده خال ده شيء صار له العادة كيش وده يقولون أول دروس هاي نوشي أخيرا دور شاشين يقطع قربوا على زي كمل دي شيء وش أولس يوباخ وش صناعة وصناعة وكذا
That's one that that they don't have was do that fish but that's that you not do that thing with so في اليونيفرسيتي شابلش قالوا أنا طبيعي أسمع دول الكورة طبعا دول نشاف ده دي شو الله عملت شغال في ما يعادل ده سبب ده هو نوشي أون بريزيدنت هو سوى شيء ناقص now there are one percent thousand yeah in dollar your age was it's kind of low. Şirirle dayağına zama, yatırı votuş bıçak, dajille juhurgah ama, ta'zir deş hezitsona. Gener çu selkhani hajna, qanen uylanaş yaş, v'anaho khartsunaş haşna, ba'una xulqi adyaş. Haqiqal mahsınna liyepa, dikani liyastaş la'amaş, Dünyanın حقوق خيته دقر بيش يستمش تيشوك سقاخ وش ديلخ برغطولوش دلامز ادمش سيلة لي إيلة حلورش ايدو شي از ديتلنا هيولر واخر تخبالة قاچنا دقية محكخة اشتكا توالا تسولدزا مهردتيه دايمخ خوالا دادا سوفيودش غيغني ورحا سبعة يجش قوش خلا حدقنا والله ما يوزا سوفيسي خارتا إرچا ددوزا مترو ياترا ووش خادا بوس خزهر دنيا أحدل دادا وقسو واتلي حلوي حلاتو بارس خلت عبيلي صحومي أتو سيرن بزلوچو بالنا حيرچش عريان قولسو نبينا كيرچش متيل بورسنا غدين تيزش واخرخ چم بينا دوغدو سعيجش صحومي نيسروي اشبيخ مبيلا واتشو نسو تغنا استغلخ ديلا بيخ نسو إندو بلشت دجنا ديمر زقيتم خينا زجنا إذا شو إما شو صبر سيرزوش حقيز دغيل خش سيدك شو ديرزوش ونخي توبني حمد تهتش ريخر وداخر يا ديكن نغيتش دايخش شغلقي تكير يلي رمزان ححيز لحستنا تتوش لي خلح دوت خل لرخ نقبلي أدمن لخ دزنا دوت خل زيش يسچو ويلن صدق إما قيسوش واتشن وشخلي ليلا لحقا حيث إنشو بيزما خودك شو تيسوش أخاد مدتا وشي خطا سخل يشخل شي يزدر خوجيني أسر لح دل خدق ونخ شدوك نانموك حبرقي خيخ بيزد شامي يزخل ليلر بر خز بيش دايموك يسچو ويلن صدق إما قيسوش واتشن وشخلي ليلا لحقا حيث إنشو بيزما خودك شو تيسوش أخاد مدتا وشي خطا
Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечную славой мгновенная смерть. Да, действительно, настоящие герои всегда будут жить в памяти народа. Далде Алуэл Аматхадж. А у нас на этом все. С вами был Валид Генаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. До свидания. До новых встреч.